Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Сегодня мы в рамках программы «Конституции мы» будем говорить о роли образования, о реализации конституционных прав граждан на образование. Поэтому мы в нашу студию пригласили директора Покровской средней школы номер 1, почетного работника просвещения Российской Федерации, заслуженного работника образования Республики Саха-Якутия, отличника культуры Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Хангаласского улуса Спиридона Спиридоновича Шишигина и отличника просвещения Российской Федерации, заслуженного учителя Республики Саха-Якутия, обладателя почетного звания учитель учителей Республики Саха-Якутия Веру Васильевну Федорову. Добрый день, дорогие гости. В студии автор и ведущий программы Кимкимен Александр Николаевич, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Но все мы родом из детства, поэтому, Спиридон Спиридонович, почему вы, выбрали для себя стезю учительства, с чем это было связано, возможно, это с вашим детством каким-то образом? Расскажите, пожалуйста. Так, я должен сказать, что это представитель я педагогической династии Шишигиных. Начало этой династии положил это наш отец Спиридон Васильевич Шишигин и его старший брат Егор Васильевич Шишигин. Но, наверное, надо сказать, отец наш был педагог, был настоящий коммунист, фронтовик. И если надо начать от того, что до него был еще один Шишигин Спиридон Васильевич I, но, к сожалению, в 1922 году он во время гражданской войны попал в плен белобандитам, он был комсомольцем, и его расстреляли бандиты. И говорят, он, когда даже перед расстрелом уговаривал бандитов сдаться, что это все равно советская власть победит, и надо бросайте оружие и сдавайтесь наоборот. Его расстреляли. Конечно, через год родился мой отец. Мать его родила где-то, когда уже было 50 лет. И его назвали тоже Спиридоном, и он Спиридон Васильевич Шишигин II. И, к сожалению, его родители родили, когда были в возрасте, и поэтому он рано остался сиротой и воспитывался у старшего брата Егора Васильевича, который работал учителем истории, и он тоже захотел, как брат старший, это учителем быть. И поскольку его брата убили бандиты, он всячески поддерживал советскую власть, потом стал коммунистом. И войну, когда война началась, он добровольцем ушел на войну, хотя тогда был бронь, учителей не отправляли, чтобы освобождали от армии, но он добровольно поехал воевать, взял с собой комсомольский билет и диплом учителя педагогического училища как раз закончил. И на войне он был пулеметчиком, и как раз на Украине воевал, и в одну ночь он пополз спасать этого раненого бойца, который лежал в нейтральной полосе. И вот когда он полз, пуля от автомата немецкого попала в левое плечо, где-то миллиметры от сердца на нашей части эта пуля прошла и застряла там где-то у него в теле. И он так и с этой пулей ходил. Но все равно он дополз до раненого, и они вдвоем выбирались обратно, и теряли сознание, друг друга поддерживали, и они вышли все-таки и попали в санчасть. А потом по ранению он работал в заводе «Азовсталь», и
потом, когда был указ Сталина, чтобы учителей освободить от армии, переехал, и в 1945 году женился на нашей матери и они родили 6 детей, 6 детей, и все мы 6 стали учителями. Ну, как отец. Ну вот смотрите, замечательная история, да, в этом году мы будем отмечать все вместе 80-летие Великой Победы нашего народа в этой страшной войне, и, конечно, вот ваша семья внесла большой вклад в достижение победы, а потом уже его потомки стали вот преподавателями, учителями, большая династия вот. И, конечно же, вот продолжение этого дела – это святое, наверное, да? Вера Васильевна, вот расскажите, пожалуйста, о себе. Я родилась в Полекинском районе, село Киндигир. Это таежная деревня охотников и оленеводов. Воспитывалась я в основном у дедушки, бабушки. У них было впоследствии 9 детей, и 4 старших парней, они ушли на войну, и они вернулись. И младший из этих 4, он погиб во время Японской войны. Вот, когда мы были маленькие, со своими братьями, сестрами клялись отомстить этим японцам. Ага. И до сих пор в нашей семье вот о них только вот такие предания хорошие. Но потом я училась в начальной школе в своей деревне, 3 класса закончила, с 0 по 3 класс. Потом в 1957 году в село Токо открыла школу-интернат. И в этой школе-интернате учились в основном вот эти сироты, у кого родителей нет, у кого родители вот оленеводы, и полусироты. И вот нас собрали там, и мы с 1957 года я до 1964 года проучилась в этой школе. И директором был у нас замечательный человек из Орджоникидзевского района, Макаров Михаил Иннокентьевич. И вот мы его очень любили. Ну и я училась у замечательных людей, учителей. Это Томский Иннокентий Егорович, все знают, наверное, республики. Это профессор, доктор. Вот. И нас учили именно выпускники Герценского института. И вот они нас учили всему, что сами умели. Ну и по-русски говорить. Мы по-русски вообще очень плохо говорили. Ну и, в общем, учили всему хорошему. Потом я после школы поступила сразу в университет и на биологиографический факультет. И тоже я проучилась очень хороших, замечательных людей. Это Мастагов Семен Егорович, Конон Евсеевич Кононов, Авсентий Егорович Мординов, Зоя Марковна, ну и Павел Дмитриевич Павлов, ну и другие. Вот. Они, значит, были такие замечательные люди. Потом после университета я попала на первый год в Сунтарскую среднюю школу. Там тоже очень хороших людей я тоже с ними работала. Это у нас Селяхов Виссарион Васильевич, Розетта Федоровна, Петров Степан Тарасович Завуч, ну и другие. Вот такие, Ледачен Николай Васильевич. И вот они привили мне первые, ну вот вкус дали учительского труда. И вот я проработала, потом по семейным обстоятельствам я переехала в Покровск, и 69-70 года проработала в Покровской средней школе 50 лет. Получается, в школе я работала 51 год. Вот. Потом ушла на пенсию и сижу дома.
Ну да, замечательная учительская биография. Да. Вот И 50 лет вы работали, больше 51. 50, да. Мгм. Поэтому у вас есть звание учителя учителей. За это время вы воспитали целую плеяду учителей, которые продолжали ваше дело. Спиридон Спиридонович, вы были являетесь директором уже начиная с 91 года. Получается, вы абсолютный рекордсмен среди директоров. Да. И какие у вас чувства, что вы сделали, как развивается Покровская средняя школа, какие вот моменты вы могли бы подчеркнуть, пожалуйста? Ну, я должен сказать, вначале я особо не планировал в детстве, что стану учителем, и тем более директором. Но я вырос в селе Табагами Геннадьевского района, и все время я проводил свободное время в лесу, гоняясь за бурундуками. И тогда, когда постарше стал, охотился на уток, на зайцев. Поэтому что-то связанное с этим я стал егерем или кем-то, да, но учился у очень таких добрых, замечательных учителей тоже. В то время в Тавагинской средней школе работали такие учителя, как Тимофей Савич Попов, первый наш Михаил Егорович Васильев, первый учитель Андрей Васильевич Бурнушов и так далее. И когда мы стали сиротами, мать у нас раньше умерла, они очень хорошо поддерживали, добрые люди были. И вот поэтому я что-то немножко когда в старших классах что-то хотел стать похожим на них. Ну а когда перешел на физмат-класс в Маинскую среднюю школу, там учили такие хорошие учителя. Лев Егорович Зыков, наш классный руководитель, математик, к нему мы могли ходить домой с целым классом. Все время они хорошо встречали, и там мы занимались математикой дополнительно. И поэтому, когда поступал уже в университет, уже хотел научить детей, чему меня учили вот такие хорошие учителя. И поэтому поступил в физмат-факультет ЯГУ, и после окончания уже женился и поехал на родину жены, Покровск, Хангаласский район, тогда уже Никитовский. И вот с тех пор там тоже работал, значит, в 73-м туда, и в 74-м году уже первую Покровскую среднюю школу, и с тех пор вот по настоящее время работаю. И школа у нас старейшая в нашем районе. До нашей школы были только две школы в Актемсах и Синске. В Актемсах наша школа открылась как церковно-приходская в 1887 году. И в 2020 году он стал начальной школой называться, да? Уже не церковно-приходская, это начальная школа первой ступени. Так, а потом в 1932 году стал это 7-летней школой. И в 1939 году он стал первой средней школой в нашем районе. И первый выпуск был в 1941 году. И там закончил Андрей Иванович Притузов, генерал. И это среди первых выпускников. Ну, а потом, значит, я стал в 1991 году директором. И с тех пор у меня была... когда стал директором, я стал подбирать команду. И надо сказать, что очень удачно. И у меня были такие заместители, как Надежда Герасимовна Попова, Альбина Никентьевна Котельникова, Коколова Светлана Лукинична, Надежда Николаевна Панохова. И вот мы как раз тогда началось это движение возрождения национальной школы. И мы на одном педсовете приняли постановление, что мы будем работать согласно этой концепции возрождения и развития национальной школы. И это направление поддерживаем до сих пор, по настоящее время. Вот
Вот Так. вы перенимали эстафетную палочку, будем говорить, директорскую у Ивана Михайловича Яковлева, именитого директора, который основал физмат-класс в Покровской средней школе. Немного расскажите о его периоде. Иван Михайлович Яковлев, он настоящий был патриот своего района, и это школы нашей. До этого он в нашей школе 20 лет работал директором. До этого в Волгунихтакской средней школе работал, в Актионской средней школе работал. И везде он, конечно, добивался хороших успехов, да, как директор, как руководитель. И в нашей школе, но когда во время его директорства мы начали переходить на кабинетную систему обучения и производственное обучение он тоже внедрил и построил первую каменную школу в Покровске. Это его заслуга, что и до сих пор, с 1978 года, мы учимся в этой школе, трехэтажной каменном варианте этой школе. И еще одна заслуга, что по его инициативе открыли физмат-класс, первый физмат-класс. Тогда по республике открывались по специальному приказу Министерства просвещения. И открыли в Верхневильвийске вторую школу городскую, Маинская средняя школа и вот Покровская средняя школа. 4 школах открыли, и вот он, благодаря ему, наверное, кадры такие подобрали, интернат построили, перестрой в старой школе построили, и вот этот класс оправдал, конечно, и мы до сих пор вот стараемся поддерживать вот традиции этого класса. Ну вот сегодня школа носит имя Ивана Михайловича Яковлева, заслуженного учителя РСФСР. Действительно, глыба большая в сфере образования, признанный авторитет. Получается, Вера Васильевна, вы работали у 2 директоров, да? У Ивана Михайловича и Спиридона Спиридоновича. Нет, еще там между ними много же было. Кто был? Драхов был. Семен Григорьевич. Семен Григорьевич. Да. Семенов Николай Семенович был. Ага. Вот. Ну вот в чем радость вот учительского труда? Немного об этом расскажите. Я не представляю другую работу. Угу. Вот. Ну и вся жизнь вот прошла среди детей. Угу. Ну и в настоящее время во сне тоже я преподаю. И никогда в голову не приходило, что я стала учителем. Что это не то, да? Ну вот получается, Спиридон Спиридонович, мы, значит, Кире Афанасьевне должны быть благодарны за то, что вот у нас такой вот директор, да, и школа развивается сегодня, много выпускников. Вот расскажите про нынешних выпускников, как они поступают, высокий уровень. Ну вот, говорил про физмат-класс. Этот физмат-класс, самое открытие, 100% поступление. И в основном высшие учебные заведения, и вот куда хотят, туда и поступают. И Гера Афанасьевна, кроме того, как у меня дома тыл, она еще была заместителем по воспитательной работе, еще заместителем по научно-методической работе в этой комнате. Ну, без нее тоже первую школу не переставишь. То есть она тоже всю жизнь, педагогическую деятельность одной школе посвятила. Да. Одной школе, одна трудовой книжке, одна запись. И про наших учеников мы все время стараемся развить максимально личность каждого ученика и стараемся создать условия, чтобы вот мы считаем, что у каждого ребенка свои способности, одаренности. Нет таких, у которых никаких способностей не было, таких ребят нету. Вот это я уверен, и моя команда так и работали, разбивали каждого ученика максимально, создавали условия, чтобы они проверили на практике
свои способности и потом выбрали свою путь развития. И, думаю, до сих пор мы этой традиции придерживаемся. И дети, например, в этом году 7 медалистов было. У нас перерыв, после этого продолжим наш разговор. Очень интересный. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Конституция и мы». Сегодня мы говорим о реализации конституционных прав граждан на образование. В студии директор Покровской средней школы, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия Спиридон Спиридонович Шишигин, а также отличник просвещения Российской Федерации, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, обладатель почетного звания учитель учителей Вера Васильевна Федорова. Вера Васильевна, сегодня на календаре уже 6 марта, уже мужчина начинает поздравлять прекрасную половину. Я не хочу быть исключением, хочу подарить вам этот прекрасный букет с пожеланиями вам здоровья крепкого. Спасибо. Сохранения вашей красоты. Спиридон Спиридонович, вот коллектив у вас большой. Пожалуйста, расскажите о вашем педагогическом коллективе. Какие цели и задачи в этот весенний день? Можете поздравить коллектив женщин. Я поздравляю, конечно. Сегодня утром поздравляли своих коллег женщин, мужчины. Нас мало, но достойные подарки подарили. Наши коллеги прекрасно, половина были довольны. Так, коллектив дружный. Как бы сказать, мы, когда нужно, мы собираемся все вместе, и тогда, когда все вместе в одном направлении действуем, и родители, и дети, это всегда дает результат, и притом положительный. Можно как пример сказать, мы около школы оборудовали сквер. Как только я стал директором, старался там садить зеленые насаждения, но почему не вырастало ничего хорошо, потому что там был строительный мусор зарыт, и на такой почве, конечно, переживалось плохо. И вот последние годы решили там сделать сквер и навезли чернозема, даже 4 больших китайских самосвала привезли, и все это общими усилиями во время отпуска затащили с детьми на сквер будущий. Потом Алиса Видович Мамедов нам помог материалами, и мы тогда там тротуары оборудовали, это тоже своими силами. И потом родители подготовили рассаду. Так, с помощью и с детьми мы это все посадили совместными усилиями. И потом сейчас этот сквер радует летом. Все лето там цветет, и прохожие, покровчане заходят, садятся на скамейки, которые подарили выпускники. Выпускники там уже 5 скамеек набралось, и там отдыхают, сидят. А выпускник Афанасий Владимирович Киприянов, руководитель этого фирмы Ректайм, он там освещение сделал своими силами, подарок тоже, лампы как цветы. Вот такое общее коллективное дело. Родители, дети, учителя собрались. Все сплачивается. И это как бы чувство гордости за свою школу, за какой коллективный труд, и дети становятся патриотами своей школы. Вот этого нас а там уже патриоты своей школы, города, района, республики. И патриотизм начинается вот этого, я думаю.
Ну, я вот тоже помню школьные годы и нашего строгого директора Ивана Михайловича Яковлева, наших учителей прекрасных, и Анастасию Ивановну Борисову, Марию Сергеевну Алексееву. Ну, одним из моих любимых учителей был Иннокентий Михайлович Собухов, который вел у нас русский язык, был классным руководителем. Светлана Ремеевна Горохова. Вот одна из самых любимых, уважаемых учительниц — это Вера Васильевна Федорова, которая сейчас находится в студии. Действительно, наш класс, 10 Е-класс, выпуска 75-го, в этом году у нас получается золотой выпуск, 50-летие со дня окончания школы. Мы никогда не предполагали. Мне кажется, вот вчера было, как мы в школьном дворе, вот тогда в деревянном здании стояли, и вот этот последний звонок звучал. Ну и, конечно, вот благодарность нашим учителям — это дело святое, поэтому вот как Спиридон Спиридонович говорил, еще с тех времен люди, преподаватели делали все возможное, чтобы раскрыть потенциал каждого ученика. Я всегда говорю, что школа дает не только образование, школа нас воспитывает, чтобы мы могли социализироваться, найти свое место в обществе. Вот, Вера Васильевна, пожалуйста, вспомните, в те годы, получается, 50 лет назад, чем вы занимались? В 69 году, 69-70 учебные годы я начала работать в Покровской средней школе. И до Нового года, как молодому учителю колосоводства, мне не дали. Потом после Нового Иннокентий Михайлович стал парторгом. И вот как раз класс, где учился Ким, Саша, меня туда определили. И вот я стала классным руководителем. И класс, конечно, был разнообразный. Ну, в то время дети были, как можно сказать, ну, все дети среднего сословия, можно сказать, так. И, значит, и рядом параллельно училась 9-й и 8-й класс же у вас. 8-й Е-класс, да, и там работала Борисова Анастасия Ивановна. Она была математиком, очень уважаемая учительница была, очень такая, очень любила детей, дети все уважали, вот. И после 9 класса, в 10 классе эти 2 класса они объединили. Поэтому их стало больше, 27 человек. А вот 8 класс, когда я пришла, ну, дети ко мне сначала не тянулись, потому что они сравнивали меня со старшим моим товарищем Туваховым Иннокентием Михайловичем. Его очень любили, уважали. И вот я пришла такая молодая, да, и учитель географии пришла. Ну, сама была я интернатчиком, поэтому я, как бы психологию ребят знала. Поэтому стала с ними очень часто встречаться, оставаться после уроков. И прямо бывало, что мы до 11 часов сидели в классе и все разговаривали. Потом я стала вести у них кружок туристский. И вот тогда эти 2 класса, ученики этих 2 классов стали моими туристами. И вот с этого времени и пошла наша вот такая тесная дружба, можно сказать. И мы очень любили ориентирование, очень любили, походы очень любили. Часто ходили походы. Весной ходили мы пешком, осенью мы ходили на лыжах. До Каландрашвили по протоке. Вот. Ну и летом, перед слетом, мы ездили на велосипедах. И эти велосипеды, я сейчас помню, эти велосипеды все были старые. Из 2, из 3 велосипедов собранные вот такие велосипеды. И вот дети, мои туристы,
я и сама из 2 велосипедов собрала. И вот мы ездили в таких велосипедах. Ну и, наверное, Александр Николаевич помнит, как они со Степой Александровым Олю Амбросову они чуть не покалечили. Вот я. Ага. Ну и эти дети были очень такие, можно сказать, очень хорошие дети были, туристы. Ага. Мы по 10 дней ночевали, вот да, с ночевкой ходили. Ну и на соревнованиях все время занимали улусы, вообще все время первые места занимали. Участвовали в республиканских слетах, участвовали и очень дружили. И думаю, с этого и началось. Они до сих пор, хотя сейчас им более 60 лет, и они до сих пор очень дружные, друг другу помогают и в горести, и в радости, можно сказать. Они всегда вместе. Да, я тут скажу, что сейчас вот республиканский оргкомитет создан, Семен Иннокентьевич Терехов, бывший глава Кобяйского улуса, возглавляет, и они готовятся для того, чтобы достойно встретить 50-летие, не только там встретиться, да, большим кругом выпускников 75 года, но и какие-то вот социально значимые дела, провести какие-то акции, поддержку нынешней молодежи и так далее. Поэтому действительно год необычный. И вот я хотел бы отметить, что год 2025 определен нашим общенациональным лидером Владимиром Владимировичем Путиным как год защитника Отечества. В Республике Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев обозначил как год защитника Родины. Вот с точки зрения ведения военно-патриотической работы, вот что бы вы могли отметить на сегодняшний день? Какая работа проводится в Покровской средней школе? Ну, если коллектив взять, мы это защитные сетки, по-моему, 48 штук размером 2×3 сделали, подготовили, и материал покупали на свои же средства, однодневную зарплату. И вот это все мы уже отправили, где в зону боевых действий. Кроме этого, мы передали свою автомашину УАЗ, отремонтировали, все как надо сделали, заправили все и отправили вот. Но эта машина у нас, к сожалению, 3 месяца нормально там прослужила, но и нам потом фотографию отправили, как это, попал снаряд. Но до этого они очень много помогли, благодарность нам отправляли наши школы. Ну, дети, конечно, участвуют во всех мероприятиях, которые касаются этого, специальной военной операции. Ну, в этом году строевая, этот день защитника Отечества очень хорошо подготовили и провели. Ну, как везде по школах, очень ответственно все это подготовили и провели. Ну, здорово. Вот, Вера Васильевна, у вас большая семья, вот в семье тоже ждут вот подвиг ваших дедов, да, отцов. Вот нынешнее поколение вот Федоровых, чем они занимаются, какую профессию избрали? Старший, у нас 2 сына, и мой муж Фридрих Николаевич Федоров, он работал, значит, он закончил географическое отделение, учитель географии. Потом, по велению того времени, его направили в органы внутри. В органы внутри, да, по комсомольской путевке, и он до конца до конца работал, до пенсии работал в милиции, вот, заместителем начальника. Так, старший сын Николай сейчас работает тоже в МВД, где-то в отделе собственной безопасности работает.
у младшего сына свое, как называется? Свое? Бизнес. Ага, ага. И у нас 3 внуков. Один ваш ученик, студент, закончил магистратуру. Мы поменялись ролями. Вы меня учили, а я вашего внука обучаю. Но он очень способный. Он сейчас в Министерстве геологии и промышленности и геологии работает. Вот. А второй работает, тоже по своей специальности, и 3 студент. Вот большая живая работа по пропаганде народных традиций в школе, Покровской средней школы. У вас очень хороший образцовый танцевальный коллектив Хангалащан, да? Вот, вы проводите постоянно различные турниры по борьбе хапсагай, по национальным настольным играм и так далее. Откуда столько много идей у вас? Ну, я думаю, рассказывать тем 100 раз говорить, надо 1 раз показать, и надо, чтобы попробовать. Чтобы мальчики стали заниматься спортом. У нас есть тренер Анатолий Анатольевич Петров, настоящий фанат вольной борьбы, и мастер спорта СССР в свое время. И он, по его инициативе, мы стали проводить в школе такие соревнования для мальчиков по борьбе хапсагай на призы директора. И каждый год проводили. И результат очень хороший. Многие хорошие борцы из нашей школы вышли. Как пример, это Данил Иванов. Он борется в весовой категории 95 и выше. И ростом около 2 метров, и он уже чемпион игр Манчары, 2-й призер международных турниров по хапсагай, который в Киргизии был, мастер спорта СССР. И еще 2-й мастер спорта есть Петр Адамов, учится в училище. Спиридон Спиридонович, при всем при этом я хочу сказать, что вы сами подаете пример, становясь чемпионом различных соревнований среди педагогических работников. Как вы держите себя в форме? Тут я должен сказать, что я физкультуру в школе не любил, потому что ростом был самый маленький. Даже если все с девочками построимся, я самый последний стоял, и мне в 100-метровке все выигрывали. Поэтому не любил, спортом особо не занимался, а в физмат-классе у нас физкультуры не было. Начал заниматься спортом, когда у меня был у нас очень спортивный класс. Совсем мало времени, поэтому я хочу сказать, что Спиридон Спиридонович у нас еще мастер-виртуоз хамусист, поэтому мы говорим респект, потому что вы большой пропагандист этого традиционного нашего инструмента. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех женщин с наступающим праздником великим 8 марта, пожелать всем здоровья крепкого, и думаю, что мы еще будем встречаться.